Итак, отчетность на уровне муниципалитета сейчас мы с вами рассмотрим. Так, муниципальный район, управление образования, населенный пункт, управление образованием. Вот это, да? Да. И я предоставляю сейчас слово Конову Андрею Борисовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Борисович, напомни, что чтобы развернуть. Коллеги, чтобы развернуть презентацию, у вас в правом верхнем углу двунаправленная стрелочка, чтобы окно, где у вас демонстрируется презентация, раскрыть на весь экран и было удобнее смотреть. Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, что вам видно сейчас хорошо на экране, что я вот открыл управление образованием администрации Новгород, модуль, который у нас с вами муниципальный. Значит, у нас возникают зачастую разные вопросы, связанные с отчетностью, с контролем деятельности за, соответственно, образовательными организациями, что заполняется в электронном журнале, что не заполняется. И возникают такие точки, когда необходимо часть данных посмотреть. Значит, мы сегодня с вами коротенько пробежимся по тем отчетам, которые уже существуют, которые же созданы. Я немножечко покажу, каким образом можно создать отчеты при помощи конструктора отчетов. Однако, если у вас есть вопросы, например, что нужно периодически посмотреть такие отчеты, которых нет среди предустановленных в муниципальном отчете, и вам нужно создать новые отчеты, то вы можете написать нам в чат, какие отчеты вам периодически необходимо формировать. Я попробую, исходя из того, что вы напишете, сразу что-нибудь порекомендовать. Ну и, соответственно, свой опыт, когда мы определенные какие-то отчеты нагружали, приходилось создавать определенные формы различные, я через конструктор отчетов постараюсь даже продемонстрировать. Значит, уважаемые коллеги, если что-то нужно по каким-то отчетам, пишите, пожалуйста, в чат. Параллельно сейчас коллеги в чате будут, соответственно, ваши вопросы отсматривать. И по возможности, конечно, мне их передавать. Итак, первый момент. Значит, когда мы с вами смотрим отчеты, доступные для муниципалитета, то первый отчет, который мы обязательно и постоянно контролируем, это отчет с названием «Количественный состав учащихся». Вот сейчас он по цифре 1 присутствует. Количественный состав учащихся на уровне муниципалитета формируется по двум уровням. Это либо ну у меня во всяком случае, да, понятно. Либо, соответственно, общеобразовательная организация. Я вот сейчас открываю этот вкладыш всем, чтобы было видно, да. Либо, соответственно, образовательное учреждение дополнительного образования детей. По общеобразовательным организациям, если мы с вами смотрим, то мы можем в отчете менять дату. Ну и, например, нам важно контролировать, чтобы у нас наполняемость, соответственно, школы была определенная, начиная с 1 сентября. Поэтому я вот, например, поставлю здесь сейчас 1 сентября и попробую сформировать вот эту отчетность. В результате достаточно быстро формируется такая отчетность. Мы с вами видим эту таблицу. Мы с вами видим перечень, соответственно, образовательных организаций. Мы с вами видим перечень соответствующих классов. И в том числе данные, которые предоставляются по соответствующим ступеням.
Для того, чтобы эту отчетность можно было удобно посмотреть и, кстати говоря, провести итоги, потому что обратите, пожалуйста, внимание, я сейчас спускаюсь в самый низ отчетности, да, и обратите, пожалуйста, внимание, итоги здесь не подводятся. Для того, чтобы мне просчитать, сколько у меня всего классов и сколько у меня всего, соответственно, количество учащихся, я провожу экспорт в Excel. При экспорте в Excel система у вас может спросить, куда вам это все сохранить, например, да? Мы сохраняем какую-то папочку. И дальше она показывает, что она скачала. Вот у меня этот файлик, и я его сейчас в Excel открываю. Excel запрашивает подтверждение на открытие файлика. Вот Excel файлик открывает. В результате у меня этот отчет есть. Обратите, пожалуйста, внимание, что очень удобно то, что в отчете сразу прописывается учебный год, прописывается дату, на которой сформирован отчет. Дальше в этом отчете, соответственно, мне необходимо только провести суммирование по столбцам. Что я сейчас делаю, эту сумму. И, соответственно, я копирую по столбцам вот это автосуммирование для того, чтобы получить. Ну вот у меня на 1 сентября цифра 30 326 детей в муниципалитете. Я напоминаю еще один важный момент, почему вот этот отчет нам важен. Дело в том, что именно это количество детей в дальнейшем выгружается в систему республиканскую, в государственную систему контингент. И именно по этим данным в дальнейшем Министерство образования проверяет правильность финансирования образовательной сферы. То есть если по каким-то причинам у нас отчетность, которую мы сдаем, условно говоря, Министерство образования, да, будет расходиться с теми данными, которые размещаются в контингенте, значит, соответственно, к нам будут задаваться вопросы. Если у вас такие проблемы были, что у вас на какую отчетную дату, на какую-то, у какой-то школы, вместо, например, там, ну, условно говоря, 1000 человек, система показывала 995 человек, то есть 5 человек не хватало. Вы можете задать эти вопросы сейчас в чате, я подскажу, каким образом это можно попытаться решить. То есть в связи с тем, что для администратора текущий учебный год, он открыт, мы, естественно, можем за счет создания или редактирования приказов о зачислении и отчислении откорректировать те данные, которые система показывает. Очень важный нюанс и момент. Из системы GESEO в модуль контингент данные выгружаются каждую ночь. То есть если мы в системе GESEO вот здесь вот посмотрели, что у нас количество неправильное и поправили данные, то в системе контингент эти данные будут поправлены только на следующее, ну, соответственно, утром, на следующий день. Вот это надо иметь в виду. Вот один из таких отчетов, который мы контролируем. Особенно часто мы контролируем и используем этот отчет, когда мы начинаем работать с 1 сентября. То есть наполняемость соответствующих классов у нас с 1 сентября мы контролируем фактически, ну, почти каждый день. Здесь же, я обращаю ваше внимание, при помощи этого отчета можно отследить следующий нюанс. При переходе на новый учебный год, когда школы закрывают старый учебный год, переходят в новый учебный год и начинают создавать и принимать детей в первые классы, мы сразу можем при помощи этого отчета отследить проблему, что первые классы не созданы своевременно. Бывают такие нюансы, что вот всех детей перевели из прошлого года в новый учебный год нормально, и они отображаются в таблице сразу. А детей, которые вновь принимаемые, к сожалению, их принимают в системе GESEO позже, чем это должно быть. Так вот, именно по этому отчету вы контролируете, что, во-первых, все классы, например, первые, да, созданы, это вновь создаваемые классы ежегодно.
И, соответственно, детки, которые должны быть там посажены, они туда внесены. Введение деток, зачисление деток в первые классы, уже механизм для всех школ отработанный. Если для кого-то зачисление в первый класс является такой проблемой, пожалуйста, вы можете в чат отписаться, вопросы задать, соответственно, вам коллеги подскажут, либо где посмотреть эту процедуру, либо, соответственно, откомментируют те проблемы, которые возникают с этой процедурой. Мы прекрасно все знаем, что у нас есть проблема, связанная с тем, что у нас отчисление детей, например, из детских садиков, да, осуществляется иногда достаточно поздно. И зачисление, соответственно, в школы, пока ребенка детский сад не очистит, происходит тоже с большими осложнениями. То есть приходится обзванивать детские сады, просить, чтобы своевременно очистили ребенка определенного с определенной фамилией. Вот в сентябре у нас по муниципалитету такая проблема была. Значит, решается эта проблема очень просто. Уважаемые коллеги, особенно я муниципальных коллег, я предложил бы такую схему, такую систему. 25 августа ежегодно необходимо проверить и проконтролировать, чтобы детские сады всех муниципалитеты закрыли прошлый учебный год и полностью перешли на новый учебный год. Таким образом, начиная с 25 числа, мы точно будем знать, что все дети из детского сада, которые ушли в первый класс школ, будут отчислены. Потому что до тех пор, пока не произойдет полное отчисление и полный перевод всех детей в детском саду, детский сад не сможет закрыть учебный год, прошлый учебный год. Если детский сад все отчисления выполнил, все переводы выполнил, впрочем, как и школа, детский сад сможет закрыть прошлый учебный год и перейти на новый учебный год. Это первый момент. По школам. Аналогичным образом, при переходе из школы в школу, особенно это в летний период там происходит, или в начале сентября, когда ребенок вдруг 1 сентября или родители 1 сентября решили, что они хотят перевести ребенка по разным причинам, переезд или еще что-то, из одной школы в другую, достаточно зачастую возникает такая проблема, что ребенка школа, из которой он выбыл, не сразу отчисляет, ребенок не сразу выбывает. Для того, чтобы эти проблемы тоже решить, мы рекомендуем со школами проговорить, что такую ситуацию, что 31 августа или 1 сентября, например, да, все школы в обязательном порядке закрывают старый учебный год и переходят на новый учебный год. Это прогарантирует то, что школа проверит в обязательном порядке, что все учащиеся, которые должны были выбыть, они выбыты. Те, которые должны быть переведены на следующий год в другой класс, соответствующий следующий класс, да, они переведены. И таким образом детей, не охваченных движением, приказами по движению, в прошлом учебном году не осталось. У нас возникала по одной школе такая серьезная проблема, что из-за того, что они затянули закрытие учебного года, а мы раньше не требовали, чтобы закрыто было именно 31 августа или, например, 1 сентября, у нас были школы, которые закрыли учебный год 5 сентября. При этом возникла такая проблема, что школа создавала приказы о зачислении, соответственно, тоже 5 сентября. Создав приказы зачисления 5 сентября, просто по умолчанию такое, система предлагает 5 сентября. В результате, создав приказы 5 сентября, школа не смогла обеспечить отображение в системе ГИСЭО контингента, полного 100% контингента на 1 сентября. Поэтому я считаю, что достаточно важно, чтобы детские сады закрывали за несколько дней до 31 августа, например, 25 августа, это решает каждый муниципалитет самостоятельно. А, соответственно, образовательные организации закрывали учебный год и переходили полностью на новый учебный год не позднее 1 сентября. Например, или 31 августа, или 1 сентября. Дальше, естественно, 1 сентября должны быть выполнены те зачисления, которые школа обязана выполнить, по первоклассникам в частности, по 10 классам, если у кого-то, соответственно, 10 классы пришли, и так далее. И потом, соответственно, уже происходит в учебном году только текущие зачисления, связанные с переходом детей из одной образовательной организации в другую, и, соответственно, с приездом детей
из-за пределов, например, там, республики и города, из-за пределов муниципалитета и так далее. И все у нас, еще раз говорю, контролируется наполняемость именно через вот этот отчет. Я надеюсь, что по этому отчету достаточно он простой, никаких вопросов, наверное, не возникает. Вся информация здесь достаточно полно отображается. Ну и мы с вами перейдем к следующему отчету, который можно смотреть. Следующий отчет, который обязательно должен контролироваться на уровне муниципалитета, это, конечно, отчет, который называется отчет по ведению электронных журналов. Отчет по ведению электронных журналов позволяет брать не за определенную дату, а за какой-либо период. И таким образом просматривать заполняемость журнала, а также активность пользователей в журнале. Ну, давайте вот мы попробуем взять, например, за период с 1 сентября, ну и, например, там, по 7 ноября. 1 сентября и по 7, ну, пусть будет, по 8 даже ноября пусть будет. Ну, то есть возьмем как бы первую четверть. В результате формирования отчета мы с вами получаем следующую таблицу. Буквально сейчас ждем немножко, табличка появится. Да, естественно, чем больше будет период, тем дольше сервер отрабатывает работу с отчетами. Это надо иметь в виду. Сейчас мы немножечко подождем, должен появиться отчет. Сейчас проверьте, пожалуйста, компьютер. GSL доступен, чтобы у нас зависло просто обработка отчета. Там должна достаточно быстро она обрабатываться. В течение обычно 2-3 минут отчет быстро готовится. Андрей пишет, что у них этот отчет 5 минут формируется. Но мы сейчас посмотрим, что он не должен 5 минут формироваться, он должен формироваться достаточно быстро. Ибо отчет, собственно говоря, он работает за счет того, что на сервере происходит обработка. Вот если сервер только в данную минуту очень сильно загружен, тогда может очень долго формироваться. Сейчас посмотрим.
Давайте возьмем тогда период поменьше. Ну, например, месяц, только октябрь возьмем. Может быть, будет проще. Там, если ты возьмешь меньше четверти, то вот этот столбец процентное соотношение итоговых оценок некорректно будет отображено. Сейчас посмотрим. То есть надо брать Лишь бы вообще сформировался, потому что да, первую очень медленно. полностью. То есть вопрос заключается в том, чтобы мы сейчас не попали на перезагруженность сервера по каким-то причинам. У нас всегда могут все что-то пойти медленно. Это редкость крайне бывает. Сейчас поглядим. Так, уважаемые коллеги, тогда мы, наверное, сделаем следующим образом. Пока отчет формируется, дадим ему время формироваться, пройдемся еще по другим отчетам, которые еще у нас присутствуют здесь. Также вы видите, что у нас есть отчеты, связанные, например, с контролем заполнения данных по сотрудникам, контролем заполнения данных по учащимся. И, соответственно, вы можете контролировать вот эти процедуры заполнения. Например, контроль данных, заполнение данных по сотрудникам возьмем. Он формируется сразу. Форма вот здесь, да. И, соответственно, мы можем выбрать фамилию, имя, отчество, дата рождения. Там паспорт серия, паспорт номер, СНИЛС и так далее. Единственное, по типу образовательных организаций, я сейчас попробую взять только одну, почему? Потому что, естественно, он может очень сильно и очень долго работать. Ну, например, вот так. Сделаны эти отчеты, исходя из того, что недавно, да, у нас возникал вопрос о том, что у сотрудников должны быть соответствующие данные, которые позволяют, помимо всего, как бы заходить еще проверять, какие данные у нас заполнены, то есть полностью данные заполнены или нет. Но я обращаю еще раз внимание, что те данные, которые заполняются по сотрудникам, они у вас обязательно должны быть, часть этих данных должна обязательно быть согласована на уровне соглашения о предоставлении персональных данных. Вот что-то мы как бы вот с отчетами у нас немножко зависает формирование. Ну, видимо, не увидим, да. Ну, давайте просто пройдемся хотя бы, да, и еще на какие-то нюансы я обращу ваше внимание. Долго формируется. Итак, отчеты контроля заполнения данных по сотрудникам, по учащимся, имейте в виду, что это достаточно большие отчеты,
И их формирование в некоторых случаях может занимать до 20-30 минут. И, кстати говоря, если по большому количеству данных, например, сотрудников не учащихся формировать данные, ну, например, по всему муниципалитету, по городу Сыктывкара, то такие отчеты могут даже не сформироваться, и через 30-40 минут они могут выкинуть ошибку. Это надо иметь в виду. Дальше, что еще нам с вами может потребоваться? Естественно, для дополнительного образования мы смотрим охват дополнительным образованием в организациях дополнительного образования. Вот этот отчет, я надеюсь, что он быстро у нас сформируется. Вот. И сейчас мы сформируем, посмотрим, как он выглядит. Значит, данный отчет позволяет проверить такие параметры, как охват учащихся дополнительным образованием, а также количество детей, имеется в виду именно физические учащихся, которые дополнительное образование занимают. Все вы помните, что там две цифры идут у нас обычно. Одна численность – это охват. Это имеется в виду, учитывая все многоразовые посещения. То есть один ребенок же может посещать у нас несколько образовательных организаций дополнительного образования. Поэтому это одна цифра. И если я правильно помню, эта цифра, наверное, стоит у организации дополнительного образования в качестве муниципального задания. Именно охват. Ну и второе, это сколько конкретно физических у нас лиц занимается в той или иной организации дополнительного образования. То есть, ну, как мы иногда между собой так условно обозначаем, как бы, сколько у нас голов входит непосредственно в школу детей. Не в школу, извините, пожалуйста, а в организацию дополнительного образования. При помощи этого отчета, соответственно, мы можем посмотреть наполняемость. По этому отчету мы, естественно, сверяем статистические отчеты обязательно. Это 1 ДО. По предыдущим отчетам, помимо того, вот там, где со школы я показывал, мы, естественно, сверяем с отчетом ОО1 и с отчетом ОО2 численности. Ну вот что-то у нас, я прошу прощения, связано с медленным формированием отчетов. То есть мы как-то немножко на этих отчетах именно подзависли. Уважаемые коллеги, чтобы вас не задерживать, и вы не смотрели, как у меня тут замечательно формируется отчет очень долго, я еще покажу некоторые возможности для контроля на уровне муниципалитета, когда нам необходимо какие-то отчеты взять, которых нет в системе. Значит, вот здесь отчеты мы с вами посмотрели, и, естественно, часть отчетов вы прекрасно сами знаете, какие отчеты можно использовать для формирования той или иной отчетности по муниципалитету. В том числе вот и отчет по ведению электронных журналов в организациях дополнительного образования, и возрастной состав обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и так далее. Но у нас возникает, например, иногда такая проблема посмотреть какие-то данные по либо отдельным категориям, либо такие данные, которых в отчетах нет. В таком случае мы используем конструктор отчетов. Его, к сожалению, у меня здесь нет. А здесь у нас компьютер защиты или нет, Вячеслав Алексеевич? Без защиты, да? То есть мы сейчас конструктор отчетов не посмотрим тоже, да? Эх, жалко, мы не сможем посмотреть конструктор отчетов. Так, что еще здесь у нас? Чем мы еще обязательно пользуемся? Может, какие-то загрузились отчеты? Ага, сейчас проверяем. К сожалению, нет. Здесь проверяем. Вот. Охват дополнительного образования. Вот то, что я вам показывал. Посмотрите, пожалуйста. Первый столбец – это охват услугой. То есть это охват, как бы, когда дети ходят многократно. Ну вот, например, на примере кого? Дворец пионеров, например, у нас наш, да? 3123 посещения. То есть такое количество посещений детей.
А второй столбец – это сколько физически учащихся у них ходит, то есть 2446 детей к ним ходит. Ну, из них вот сколько многократно ходит еще порядка там 500 человек, ходит не в один, а в два, в три там, кружка, соответственно. Ну и отчет внизу показывает полный охват дополнительного образования. Соответственно, сколько человек вообще дополнительным образованием у нас физические лица охвачено. И с разбивкой по тем образованиям, по образовательным организациям, откуда эти дети пришли. Ну, в данном случае это вот 5-й столбец МОО у нас тут указан, то есть муниципальная образовательная организация. Вот, естественно, что здесь показывает система еще и с государственными образовательными организациями, но она так берет у нас. Поэтому мы проводим экспорт в Excel, убираем организации, которые являются нам неподведомственными, и проводим суммирование уже только по своим организациям. Вот таким вот образом. Так, дальше. Сейчас попробуем, может быть, здесь тогда мы сейчас так вот сделаем, не получится. Помимо этого, периодически нам приходится находить детей в разделе движения. Ну, с разделом движения, я думаю, вы все знакомы с отчетом в разделе движения. То есть, когда у нас есть дети, которых отчислила или дошкольная образовательная организация, или даже какая-то школа, отчислила не туда, куда нужно, мы, соответственно, на уровне муниципального управления образования можем перевести их в те образовательные организации, куда они реально пришли. Вот этим мы тоже пользуемся. Так. Ну и по поводу конструктора подсчета. Значит, я тогда вкратце немножко расскажу, а потом, соответственно, вы у себя на уровне муниципалитетов или на уровне администратора школы посмотрите. Значит, уважаемые коллеги, на уровне муниципалитета мы с вами можем создавать при помощи конструктора отчетов необходимые нам отчеты. Ну, например, можно проверить, есть ли у детей вбит, например, СНИЛС или нет. Для этого в конструкторе отчетов мы, соответственно, задаем с вами какой-то отчет, выбираем данные, по которым будет выводить отчет наш, и, соответственно, указываем, что нам нужно выводить. Мы можем задать там сортировку, можем фильтрацию. При этом, если, например, какой-то один параметр приходится выводить, то достаточно отчет такой быстро формируется. Когда идет опубликование отчета в самом конце, система проверяет, можно ли, соответственно, его опубликовать или нет. И очень важный еще момент. Дело в том, что в первом самом шаге мы с вами можем выбрать группу отчетов. По умолчанию, естественно, у нас на уровне муниципалитета все отчеты садятся только доступные для муниципалитета. Но если мы с вами поменяем группу на отчеты ООО, то ваш отчет становится доступным для школы. То есть каждая школа сможет себя посмотреть. При этом фильтры, которые обрабатываются на уровне муниципалитета, ну, например, там фильтры можно детям, например, поставить по определенным параллелям, или фильтры, например, можно поставить там по году, или фильтры, например, по образовательной организации, что позволяет выбрать определенную образовательную организацию. Они будут соотноситься только с определенной школой. Например, в школе номер 1, если я ставлю фильтр по школам, этот фильтр не увидит. Почему? Потому что фильтр будет работать только для одной конкретной школы. Вот таким вот образом мы тоже этим пользуемся. В конструкторе отчетов мы создаем свои, соответственно, отчеты и перемещаем их в группы отчеты образовательных организаций, отчеты ООО. И администраторы всех школ этот отчет видят, они им пользуются. В связи с тем, что мы с ним помучились, допустим, там, опробировали его, исправили ошибки, поправили, сделали так, как нужно, соответственно, им уже не требуется создавать свои отчеты в системе, которые мы просим, они пользуются нашими отчетами и, соответственно, выгружают данные при помощи наших отчетов. Вот как бы такой вот опыт.
Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Очень сожалею, что вот я, к сожалению, сижу сейчас на компьютере незащищенном, я не могу вам показать, но, соответственно, работу с конструктором отчета. Очень полезный как бы конструктор. Ага, и вот обратите, пожалуйста, внимание, видимо, немножко сервер разгрузился, и отчет по ведению электронных журналов тоже появился. И вот обратите, пожалуйста, внимание, то есть по каждой школе при помощи отчета по ведению электронных журналов мы можем увидеть и количество учителей, и количество учащихся, количество классов, да, то есть тоже вот контрольные цифры, количество родителей, процент учащихся, у которых введен хотя бы один родитель. Обращайте, пожалуйста, внимание, что в данном случае вот первая часть, да, она берется, скорее всего, на конец периода, который мы задали. Ну, то есть, условно говоря, мне это на 8 ноября. Дальше. Количество КТП, количество уроков в недельном расписании, сколько проставлено. Вот здесь вот уже, естественно, количество уроков в недельном расписании, уже она смотрит, видимо, среднее какое-то число или за последнюю неделю. Я вот тут сказать не могу. Процент выставленных итоговых оценок. Посмотрите, пожалуйста. Система показывает. При этом, ну, мы прекрасно с вами понимаем, что у нас отсутствуют итоговые оценки, во-первых, в первых классах, во вторых классах итоговые оценки отсутствуют. Соответственно, у нас могут отсутствовать итоговые оценки в 10 классах, в 11 классах, потому что полугодовые. Поэтому, естественно, процент 100% здесь не достигается. Либо надо, например, соответственно, каким-то образом определять, вот, например, как в лицее номер 1, какие оценки по четвертям и как они ставят. Дальше. Общее количество оценок суммарное, количество пропусков, процент заполненных тем уроков за проведенный период. Мы с вами видим, да, количество, сколько тем и как они заполняли. И у нас всегда от родителей есть претензия, что мы в журнале для детей своих не видим, например, те или иные оценки, вернее, те или иные темы. Да? Так, далее. Процент заполненного домашнего задания. И мы можем определять, где у нас проблемные зоны, по каким образовательным организациям нужно проработать и проверить, заполняют ли домашние задания своевременно учителя. Вот. А для тех, где не заполняется домашнее задание, нужно еще раз обратить внимание, ну, то есть, что это значит? Это значит, что домашнее задание в КТП они сразу не ставили, да, заполняют сейчас ручками и либо не успевают заполнять, либо, соответственно, администрация школы не проверяет, что они своевременно заполнили домашнее задание. И дальше в конце мы с вами видим количество внешних обращений к системе родителей, количество внешних обращений к системе учащихся и сотрудников. Ну и, соответственно, мы можем там, например, смотреть, где у нас количество обращений совершенно невозможно мало, прорабатывать вопрос, с чем это связано, почему дети не обращаются к системе, то ли это, скажем, образовательная организация, там, где начальное звено там работает, то ли это образовательная организация, где есть проблемы, например, с интернетом, удаленные какие-то поселки, например, Сеткиркич, там где-нибудь далекие, там, или еще дальше, да, и нет повсеместного интернета. Это имеется в виду вот именно таких отдаленных зон, где есть такая проблема. И там, может быть, учащиеся через родителей смотрят, через, например, мобильную какую-то связь договариваются, да? И, соответственно, работать со школой по вопросу обеспечения доступа в электронный дневник, в электронный журнал всех, соответственно, участников данного процесса. То есть, скажи, пожалуйста. Угу. Ну и вот по стат-отчетам мне попросили сказать, значит, статистическая отчетность у нас представлена здесь двумя разделами. Ну, сейчас мы пока видим с вами два раздела, это ФГСН. И вот мы с вами смотрим здесь стат-отчетность ФГСН. И второй раздел это просто статистическая отчетность. И здесь, соответственно, у нас с вами отчеты для образовательных организаций, для управления образованием и так далее, и так далее. По федерально-государственному статистическому наблюдению. Не вижу я здесь почему-то нашего отчета ОО1, который должен быть. Соответственно, я ничего здесь сказать-то не смогу. Отчетности нету? Нету. Отдельно статистику тут сейчас посмотрим. Нет, это не то. Отчеты, стат-отчеты.
Посмотрим. Нет, это не то. Это вот мы отчеты сами делали для этих самых, для наших школ. Должно быть ФГСН вообще. Здесь был раньше ОШ-1. Я его, ОШ-1 я не вижу. ОО-1 я тоже здесь не вижу, к сожалению, на текущий момент. Посмотрим предыдущий, может быть, что-то есть. А в предыдущем тоже, к сожалению, нет. То есть я и показать-то вам, к сожалению, не смогу. Ну, давай сейчас я на школу покажу. Давайте, прошу. Выход делаю, да? Уважаемые коллеги, несколько отчетов, давайте посмотрим, которые формируются на уровне образовательной организации. Но я хотел еще напомнить следующее, что сейчас активизировались, в общем-то, как раз вот к тому отчету, сводному отчету, где указано количество заполненных домашних заданий, количество заполненных тем уроков. Сейчас активизировались в связи с переходом портала ГИСО на портал госуслуг, активизировались родители. То есть мы получаем по несколько десятков звонков в день. И первое, я вас прошу проверить данные родителей, особенно дату рождения. Во многих случаях, когда родители не могут выйти через портал госуслуг на электронный дневник, электронный журнал своего ребенка, это связано либо с ошибкой фамилии, имя, отчества, либо с ошибкой даты рождения, либо вообще с отсутствием даты рождения. Родители звонят нам, поскольку мы сейчас как бы тоже отвечаем, являемся горячей линией по интеграции портала ГИСЭО с порталом госуслуг. Поэтому, пожалуйста, во-первых, проверьте фамилию, имя, отчество родителей, проверьте дату рождения родителей. Во многих случаях они не могут выйти через портал госуслуг в электронный дневник ребенка по вот этой причине, по причине ошибок в их персональных данных. И в обязательном порядке уже должна быть введена дата рождения родителей, чтобы они могли самостоятельно выйти на электронный дневник ребенка через портал госуслуг. Здесь вот как раз я вас прошу это сделать. Касаемо отчетности. Вот сейчас я нахожусь в тестовой базе. И если смотреть отчеты, то, опять же, повторюсь, первое, что должно, во-первых, все движение. Здесь у нас есть динамика движения. И для статистической отчетности, для корректной выгрузки системы в систему контингент, обязательно проверяйте отчетность вот по наполняемости классов. Вы в любой момент, на любом шаге и в любом отчете, если вы нажмете кнопочку «Знак вопроса», то вы получите подробную справку о том, как формируется этот отчет. И часто задают вопросы, что получаются разные данные вот в отчете наполняемость класса и в отчете информация о численности детей. Информация о численности детей вот, может быть разная. Это связано с тем, что в отчете информация о численности детей должна быть заполнена, в карточке ребенка должна быть заполнена, указана образовательная программа, по которой учится ребенок. Если вот эта программа не заполнена, то в этот отчет ребенок уже не попадает. То есть есть отчеты, связанные именно с карточками детей, с правильным заполнением карточек детей. Дальше. Сейчас у нас закончилась первая четверть. И поэтому во многих школах
администрация требует отчет по прохождению программы. Причем придумана своя форма, там, то есть сколько часов пройдено, сколько часов по плану, сколько пройдено фактически, сколько учащихся успевает на 4,5. То есть форма придумана самой школой, и она не соответствует той форме, которая есть в системе ГИСЭО. То есть на сегодняшний день администрация может даже и не требовать этих данных от учителя. То есть у нас есть сводный отчет по прохождению программы. Сейчас, секундочку. Так, что-то я его потерял. Этот отчет. Отчет о доступе к классному журналу. Сейчас посмотрим. Нет, это немножко не то. Где четко все ясно сказано. Нет, это не тот отчет. Где четко сказано, сколько часов дано в том или ином классе, сколько в журнале заполнено домашних заданий, сколько заполнено тем. Ага, вот сводный отчет по заполняемости классных журналов. Ну, предположим, я оставлю по 10 ноября, по сегодняшний день. Ну, здесь тестовая база, скорее всего, нет ничего заполненного. У вас эта таблица будет достаточно длинная. И здесь вот 3 числа. 4, 0, 0, как сейчас у меня указано. Смотрим, открываем справку и смотрим, что означает первое число, что означает второе число по биологии в 6 классе и что означает третье число. И в том числе цвет. Первое число означает общее число уроков в расписании. Второе число – количество заполненных тем в электронном журнале. И третье число – количество заполненных домашних заданий в электронном журнале. То есть администрация может сразу контролировать и видеть. Причем все высвечивается разными цветами. Если менее 50% заполнено тем, то красным, оранжевый от 50 до 80 и зеленым, если заполнено более 80 тем. Но на самом деле все это должно быть заполнено 100%. Так что имейте в виду, вот такой отчет есть, и можно его использовать и контролировать заполнение тем домашних заданий и количество уроков в расписании, как раз используя этот отчет. Дальше. Отчет, ну, если брать, предположим, распечатка классного журнала. Если взять распечатку классного журнала, значит, смотрите, что мы здесь видим. Распечатываем журнал, предположим, по окончании четверти. С 1 сентября там, по 8 ноября. Ну, тут, к счастью, у нас 9, как раз последний день каникул. Можно настроить, начинать каждую таблицу с новой страницы, выводить другие задания, кроме домашних. И поставим галочку «Учет проведенных уроков». Тогда в распечатке этого журнала можно увидеть, так, 6 класс у нас там был, 6 Б. В распечатке этого журнала, во-первых, можно будет в конце увидеть все заполненные темы уроков. Тоже очень удобный журнал. Удобный этот отчет. Я думаю, многие уже пользуются этим отчетом. Дальше отчет успеваемости класса по предметам или отчет успеваемости по школе. Значит, тоже можно проконтролировать и увидеть, все ли оценки выставлены за отчетный период. И то, что вот не ставятся оценки
в первых, вторых классах можно для того, чтобы в сводном отчете увидеть, что оценки выставляются, количество выставленных итоговых оценок было 100%, наверное, я бы рекомендовал ставить зачет-не зачет в первом и втором классе. Хотя вот предполагается уже готовиться к обновлению в ближайшее время, наверное, до Нового года, возможно, будет обновлена версия сетевого борда 4.0, готовится версия, и в этой версии уже будет возможность в журнале поставить, что итоговая оценка не выставляется. Сейчас пока этого нет, поэтому как рекомендация можете использовать зачет-не зачет в качестве итоговой оценки хотя бы, например, чтобы в отчете это было 100%. Если навесить кроме раскрытия, или раскрытия. Аналогично есть отчет классного руководителя за учебный период, где четко видно, что количество учащихся, успевающих на 4,5, количество не успевающих, которые требуются как раз с классного руководителя. Вот такой отчет еще есть. Если брать отчетность на уровне, ну и по статистической отчетности, Андрей Борисович не увидел, наверное, отчетов со школ, потому что просто не закрыта форма этого отчета. Но если взять обычную вот нашу форму ОШ-1, этот отчет тоже удобно использовать. Для чего? Его можно использовать практически на каждом этапе. Он очень информативен для, предположим, для администрации. Да? Здесь можно тоже быстро некоторые моменты увидеть, предположим, за счет того, что есть кнопка «Авторасчет». И на тех пунктах, где проводится расчет, где проводятся какие-то расчеты, связанные с расчетами, этой кнопкой можно воспользоваться. Многие разделы этого статистического отчета связаны с карточками, с личными карточками учителей и педагогов и детей. То есть обязательно должны быть в обязательном порядке заполнены все данные по педагогам, чтобы увидеть отчет по сотрудникам. Этот отчет вы можете на каждом этапе сохранять. Вот провели на сегодняшний день авторасчет, да, каких-то данных. Вот пункт 3.4, предположим, здесь все данные по детям, сколько у вас детей в классе. На следующем этапе, предположим, вам надо будет увидеть этот отчет, там, предположим, 10 декабря. Вы обратно кнопочку нажимаете «Авторасчет», и у вас будут данные на 10 декабря. Опять сохранили используя кнопку «Сохранить», сохранили его. Единственное, что вы не делаете на титульном листе, это не закрываете форму ОШ-1. До тех пор, пока, как по срокам, он у нас не должен быть закрыт. Вот он должен быть, мы его сдаем на 20 сентября. Вот после того, когда вы выверите все данные, когда у вас все будет сходиться, после того, как вы заполните уже статистический отчет, здесь вот есть и экспорт в Excel. К сожалению, пока на сегодняшний день мы не можем использовать эту форму Excel для загрузки на сайт статотчетности. Вот этого, к сожалению, нет, да, Андрей Борисович? Во-первых, да, сейчас статотчетность поменялась, она является ОО-1 называется, да, и там поменялся отчет. Сейчас тоже в новой версии уже тоже будет отчет ОО-1. Но, тем не менее, вот на разных этапах, в данном случае пункт 2, отчет по кадрам у нас, сведениям учащихся. Так, почему-то он не весь, у нас нет отчета по кадрам. То есть и имеется, это тестовая версия, в боевой версии у школы уже ОО-1. Да, это тестовая версия, я что-то не обратил внимания, по старой привычке взял ОШ-1. На самом деле в боевой версии у нас уже в школах отчет ОО-1.
Еще некоторый нюансик. Значит, задавали вопрос по поводу удаления или увольнения работников. Действительно, уволенный работник. Работников лучше не удалять. Удаляем работников в том случае, если что-то ввели неправильно. Ну, ввели сотрудника неправильно. Сотрудников лучше увольнять. И до конца года они у вас будут оставаться в системе. Они же вели у вас уроки, они что-то делали, заполняли журнал. Поэтому это история. История. И если вы хотите провести, предположим, увидеть уволенных или работающих или всех, то у вас на страничке сотрудники есть фильтр «Работающие, уволенные». То есть вы выбираете работающие, и тогда у вас будет отображаться только работающие сотрудники. Касаемо еще сотрудников. Так, почему-то на тестовой базе не работает. Не работает у нас. Ага. Касаемо сотрудников. Значит, если вы заполните карточку сотрудников, а она достаточно большая, кто работал уже знает, что очень много данных, тем самым вы заполняете унифицированную форму Т2, которую используют кадры у нас. Сейчас эта форма заполняется, по-моему, вручную, не знаю, может быть, я отстал от жизни, где работник в конце карточки расписывается, ставит дату. Это при приеме на работу. На сегодняшний день есть возможность каждую страницу открыть этой карточки, Ctrl-P, нажав кнопочку Ctrl-P, каждую страницу распечатать, вложить в файлики и положить в личное дело. Соответственно, работник в конце этой карточки должен расписаться. То есть большое подспорье для кадровой службы. Не надо заполнять вручную, не надо заполнять писать вручную, то есть достаточно все заполнить. И опять же две кнопочки уволить, удалить. Если мы посмотрим справочку на эту тему, то там как раз тоже прописано, в каком случае мы увольняем сотрудника, в каком случае мы его удаляем. Кнопка «Уволить», «Удалить». Если сотрудник уже не работает, то его можно исключить из списка, либо при определенных условиях вообще удалить из системы. Но лучше нажимать кнопочку «Уволить». Тем самым, если сотрудник перейдет в другую образовательную организацию, то сейчас есть возможность импортировать, ввести его, импортировав из другой образовательной организации. Так, ну что, может быть, есть какие-то вопросы? Вот я уже сказал, что сейчас есть кнопка у нас, когда вы вводите сотрудника в другой школе, и система выдает, во-первых, можно импортировать, есть кнопка «Импортировать из другой ООО». Это возможно сейчас уже. Единственное, я не могу сказать, с какими данными он туда переходит. С какими данными, то есть все ли данные карточки переходят туда. Одно время мы в прошлом году пробовали расширенный экспорт и расширенный импорт. Такие тоже есть функции, но, к сожалению, там есть некоторые нюансы, когда вот вы в закладочке «Сотрудники», здесь у нас есть импорт-экспорт. И здесь сейчас немножко не тот импорт-экспорт, а у вас будет расширенный экспорт и расширенный импорт. Вот может попробовать вот это. То есть мы сначала выгружаем сотрудника в Excel, предположим, да, расширенный импорт, то есть чтобы все данные у него попадали. И потом пробуем импортировать уже из файла через расширенный импорт. Как вариант, надо попробовать. В некоторых организациях, я попробую найти эти организации, получилось и все потом работало. Все работало, хотя там есть справка по расширенному экспорту, импорту тоже. Так. Да, образовательная организация может контролировать. У вас также есть отчет по ведению
отчет по ведению. Значит, был вопрос у нас, может ли образовательная организация контролировать посещаемость родителями. Во-первых, классные руководители могут контролировать, и у нас есть отчет о доступе к классному журналу. Ну, возьмем, например, 5. И вот здесь как раз можно увидеть, кто из пользователей посещал данный журнал. Так, ну и еще также есть контроль за ведением. Отчет по доступе. И есть у нас контроль за ведением классного журнала. Контроль за ведением классного журнала. Отчет по ведению классного журнала. Сформировать. Ок. Тоже здесь можно увидеть, кто сколько раз посещал, вот, количество внешних обращений учащихся, количество внешних обращений родителей, количество внешних обращений родителей. Так, и здесь нас, скорее всего, интересует вопрос еще посещаемость по классам. Ну, скорее всего, да, скорее всего тогда по классам будет вот этот отчет у нас уже контроль. Это у нас был отчет по ведению электронных, отчет о доступе к классному журналу. Так, нет, здесь у нас будет по учителям. Здесь мы видим по учителям. Это кто из учителей, причем и их действия в журнале. Это у нас будет отчет по учителям. Ну, в том числе есть отчет, где можно видеть, кто когда из детей, кто когда из родителей заходил и смотрел, находился в журнале. Ну вот по вопросу, значит, отчета по количеству выданных, невыданных часов за определенный период, на самом деле этот отчет есть. В крайнем случае он есть в распечатке журнала. То есть, когда вы делаете распечатку журнала и ставите кнопочку в распечатке журнала, ставите кнопку «Учет проведенных часов», этот отчет будет у вас выведен. Этот отчет будет у вас выведен. И в том числе есть отчет как раз по количеству доданных данных и недоданных часов. Этот есть отчет учителя-предметника, возможно. Отчет учителя-предметника. К сожалению, сейчас я, наверное, не покажу, потому что да, не посмотрел, кто из учителей есть. То есть попробуйте зайти в боевую свою версию и посмотреть отчет учителя-предметника. Вот здесь будет как раз выдано, выданы часы о прохождении программы. Так, и нужно ли вносить в электронный журнал факультативы, кружки? Конечно, это в обязательном порядке у вас ведется журнал факультативов и кружков. То, что есть все в учебном плане, те кружки, которые идут за счет школьного компонента, возможно. Если кружки за пределами учебного плана, ну, здесь на ваше усмотрение. На ваше усмотрение можно, только единственное, что тоже поставить оценки, зачет, не зачет, чтобы не портить процент, чтобы не портить отчет по ведению электронного журнала.
Борисович, отслеживать вопросы, может, на какие-то ты ответишь, а то я уже потерял. Нет, ты прямо в чате отвечаем. Да. Андрей Борисович, во вкладке «Вопросы» есть какой-то вопрос по количественному. Я прошу прощения, чат вкладку не вижу. 25 вопросов. Так, ну что, коллеги, в принципе, значит, можно вопросы продублировать на наш адрес GISEO. Напоминаю, этот адрес GISEO-help. Если мы на что-то не ответили сейчас, собакamail.ru. Можно на этот адрес продублировать вопросы, мы в обязательном порядке мы ответим. Коллеги, если на какой-то вопрос я не ответил, а вы видите и знаете ответ на него, можно в чате тоже ответить. Честно говоря, сейчас сходу не могу найти вот этот отчет, где по учителю, где количество пройденных часов по плану у него и количество данных фактически. Такой отчет есть. На лету сейчас, честно говоря, не могу его найти, но он есть. Посмотрите, пройдитесь еще, посмотрите этот отчет. Как посмотреть, кто из ребят посещает кружки в учреждениях доп. Образования? Это высвечивается в личной карточке ребенка. Доступ есть только у администратора защищенного компьютера, но классные руководители, в принципе, могут попросить эту информацию у администратора и каким-то образом выгрузить там в Excel или еще где-то. То есть эта информация есть в карточке ребенка, еще раз. Значит, ну вот тоже спрашивали по поводу посещения родителями и детьми. Подсказывают мне в управлении ученики, если выпустим на печать, и тоже можно увидеть, когда ребенок или родитель посещал электронный журнал. Так, еще один вопрос, я, наверное, его пропустил. Спрашивают, будут ли про детские сады. Я уже несколько раз отвечал, что да, в ближайшее время мы постараемся подготовить вебинар аналогичный по детским садам и договариваемся сейчас по СПО, договариваемся с РТехом, чтобы с их помощью провести аналогичный вебинар, потому что по СПО мы последний вебинар, я посмотрел, проводили 2 года назад, уже много обновлений, много нового, поэтому тоже такой вебинар планируем. Еще там буквально 2 комментария, если можно в конце скажу. Ага. Значит, по каким причинам сейчас мы не можем экспортировать данные по родителям из системы GISEO в Excel? Ранее это получалось выполнить. Значит, но сейчас многие моменты закрыты, и есть только доступ защищенного компьютера, в том числе и конструктор отчетов, который хотели мы вам сегодня показать, и не получилось, поскольку вебинар ведется с компьютера, на котором не установлен VIPNet, не защищенной части. Но я думаю, мы еще отдельно такой вебинар организуем по созданию конструктора отчетов чуть-чуть попозже, может быть, в начале следующего года.
Ну, так, в принципе, по отчетам Андрей Борисович может Да, буквально, подойти. Да, еще Андрей Борисович пару слов добавит. Уважаемые коллеги, я так немножечко в окошке появлюсь. У нас возникал вопрос, каким образом проверять наполняемость оценок в журнале. Значит, смотрите, вне зависимости от того, что существуют разные отчеты, которые показывают тоже своевременность выставления оценок, мы пришли к выводу, что наполняемость оценками в журнале можно только при распечатке. То есть мы выбираем операцию распечатки электронного журнала, но не распечатаем его, а просто сохраняем в электронном виде. И в этом случае по каждому классу выводятся сразу все предметы, все, соответственно, учителя. Там же определяется, чтобы выводилась тема уроков и, соответственно, домашние задания. И мы сразу можем увидеть, причем по одному классу, по одному классу журнал выводится достаточно быстро, мы сразу можем увидеть очень быстро, насколько количество оценок достаточное для выставления итоговой, например, четвертной или полугодовой оценки. Поэтому мне кажется, что имеет смысл перед окончанием периода, например, в конце четверти, 25, например, октября, делать просто вот такую выгрузку всех журналов по школе и очень оперативно просматривать, достаточно ли накопляемость оценок. Зачастую, к сожалению, у педагогов не хватает времени, особенно в последние 2 недели, последние 10 дней, когда идет вал пересдач, когда идет вал каких-то заданий, выставить своевременно все оценки. Дети и родители, соответственно, бегают и переживают по поводу своей итоговой оценки. Поэтому мы рекомендовали бы именно делать такую выгрузку. Это позволяет очень быстро откорректировать вот эту ситуацию с недостаточностью оценок. Или, например, когда учитель неожиданно за последние 3 недели проставит за 2 дня последних оценки, и у ребенка вместо ожидания 4, допустим, появится 3. Тогда будет, естественно, возникать конфликтная ситуация. Вот это вот нюанс такой. Второй момент. По поводу выгрузки родителей, если вам нужно посмотреть персональные данные, в части заполнения даты рождения, в части заполнения СНИЛСов, в части заполнения паспортных данных. Уважаемые коллеги, когда вы делаете расширенную выгрузку учащихся, у всех учащихся в расширенном экспорте происходит выгрузка обоих родителей со всеми данными. Ну а дальше, соответственно, уже в Excel вы просто можете список родителей оставить и посмотреть, какие данные у них есть, каких данных у них нет. Вот еще один такой момент. Возникают вопросы у нас от родителей, связанные с порталом госуслуг по привязке. Значит, решаем следующим образом. Смотрите, родитель заходит через портал госуслуг, система ему говорит о том, что не привязан данный родитель ни одна учетная запись. При этом после нажатия кнопочки «Продолжить» у родителя появляется второе окошко ГИС «Электронное образование», где он должен ввести свой логин от ГИСЭО и пароль от ГИСЭО. Сразу происходит автоматическая привязка родителей. Если он забыл свой логин и пароль, обращается в школу, пароль сбрасываем до какого-то, простого, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он, соответственно, родитель это все вводит, и происходит автоматическая привязка. То есть это можно сделать вот таким вот образом. Делается достаточно быстро. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Уважаемые, если присутствует сейчас на вебинаре администрация, заместители директора, директора, еще раз хочу напомнить, активность родителей повышается, и если идет несвоевременное выставление оценок, несвоевременное заполнение домашнего задания, многие родители сейчас используют систему ГИСЭО для того, чтобы посмотреть домашнее задание. Я знаю, многие классные руководители и учителя используют систему ВКонтакте и задают домашнее задание в социальных сетях. Значит, я думаю, что эту практику надо прекращать. И удобный вариант, удобно все здесь. И заполняете журнал одновременно, и одновременно родители видят ваши домашние задания. Единственное, имейте в виду, когда вы заполняете
тему урока в журнале, то домашнее задание вы должны записывать не на сегодняшний день, когда прошел урок, а на следующий день, когда у вас будет следующий урок. Иначе дети не увидят это домашнее задание в журнале. Аналогично, если вы экспортируете календарно-тематическое планирование, используете экспорт, и в календарно-тематическом планировании используете тоже домашнее задание, то есть сразу прописано у вас КТП оно уже, то тоже мы сдвигаемся на строчку вниз. То есть обычно мы в журнале что пишем? Тема урока и домашнее задание в этот же день. На самом деле сегодняшний день уже прошел, и ученик видит дневник у нас уже на следующий день. Поэтому домашнее задание сегодняшнее мы записываем на завтра, или даже есть возможность в системе записать это домашнее задание на 5 уроков вперед. Правда, это чревато некоторыми моментами. То есть я сейчас смотрю, иногда смотрю, учителя уже, особенно те, кто ввел КТП, автоматически загружают уже в сентябре до конца четверти темы уроков и домашнее задание. Это чревато тем, что вдруг учитель заболел, или у нас случился какой-то казус там, в связи с гриппом, актированными днями, урок надо будет отменять, зауч урок не отменит, потому что там будет записано домашнее задание или тема урока. То есть надо будет удалять тему урока, удалять домашнее задание, после этого только урок будет отменен. Значит, вот по поводу того, надо ли писать домашнее задание, как вы делаете в бумажном варианте? Во-первых, видите, да, у вас будет высвечиваться процентовка, у вас 0 будет, поэтому я бы рекомендовал писать нет или не задано, на ваше усмотрение. Даже ведь и сейчас, не знаю, как сейчас, я работал директором школы, обязательное требование еще тогда было уже, 10 лет назад, что если даже нет домашнего задания, мы пишем, что не задано или домашнего задания нет. Тем более, значит, если администрация контролирует заполнение журнала, вот в этом отчете, который я уже показывал, у вас будет стоять 0, что не есть хорошо. Тем более это будет видеть управление образованием, что у вас журнал, домашнее задание не заполненными журналами, а представители или сотрудники управления образования не будут думать, там, 1 класс это или 4 класс или какой-то еще другой. Они будут смотреть, что должно быть 100%. Домашнее задание должно быть заполнено 100%. К сожалению, система не учитывает у нас 1 класс это или 10. Поэтому, я думаю, ничего сложного нет, если учитель там напишет слово «нет» или «не задано», которое можно потом скопировать во все оставшиеся ячейки. Уважаемые коллеги, спасибо всем за внимание. Вопросы в чате можно еще позадавать.